Холдинг «Байтерек» принял участие в интеллектуальном конкурсе «Тель-Тағылым». 8 команд компании и его дочерних организаций состязались в знании истории, науки, литературы, культуры и традиций. Самые главные вопросы и ответы звучали исключительно на казахском языке. Интеллектуальный баттл для сотрудников квазигоссектора организовал столичный акимат. Сания Кубжасарова знает подробности. 8 команд, 5 этапов и в каждом десятки заданий. Вопросы логические и каверзные. Акцент на знание государственного языка. Участников отбирали рандомно, вне зависимости от возраста и профессии. Игры проводятся каждый год, но мы этот квазигоссектор мы организовываем впервые. Основная цель мероприятия – развитие государственного языка. То есть развитие государственного языка не только как в нашем разговорном речи, да, и также в документооборотах. Результаты команд рассчитывались автоматически. Итоги подвели по завершении всех туров. Кубок победителя достался сотрудникам от Басбанка. Второе и третье место у фонда «Дому» и казахстанской жилищной компании. Это очень важная инициатива. Мы всегда, холдинг «Байтерек», ищем различные формы сотрудничества, именно направленные на развитие, на популяризацию государственного языка. Мы очень надеемся, мы очень просим акимат, мы очень просим Руханият, чтобы это было ежегодно, как минимум ежегодно, может быть, как максимум что-то мы будем, какие-то другие формы. Мы планируем ко дню рождения Абая в августе провести мероприятие. Мы считаем, что такие игры должны производиться ежегодно, потому что они ведут к объединению коллектива, к развитию казахского языка и патриотизма. Победителей и участников интеллектуального конкурса наградили благодарственными письмами и ценными призами от КГУ «Руханият». Сания Кубжасарова, Иран Рахманбердиев, 24 КЗ.